Для обновления и модернизации экономики Кыргызстана в условиях вхождения в ЕАЭС в прошлом году был создан Фонд развития с уставным капиталом в $1 миллиард. Фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в следующих областях: агропромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, жилищное строительство, торговля, развитие предпринимательства, развитие инфраструктуры. Получение прибыли не входит в цели фонда. Скорее, он создан для усиления промышленного потенциала страны. Такой расклад накладывает отпечаток и на условия кредитования. И фонд, и участвующие коммерческие банки финансируют только предприятия, зарегистрированные в Кыргызстане и которые осуществляют деятельность в Кыргызстане. И мы рассматриваем проекты, которые помимо того, что относятся к приоритетным секторам для нас, они также должны создавать так называемый мультипликативный эффект. Это создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений и также создание какого-то социального эффекта для местных сообществ. Возможности фонда позволяют финансировать практически любые проекты, вне зависимости от их суммы. Заявки на получение кредита выше пороговой отметки в $3 миллиона рассматриваются и финансируются напрямую фондом. Кредиты ниже этой отметки выдаются в сомах государственными банками РСК и Айлбанк. Напрямую фонд получил более 130 заявок на сумму более $1 миллиарда. По программе целевого финансирования мелкого и среднего бизнеса Айлбанк и РСК банк утвердили 17 заявок на сумму 139 миллионов 420 тысяч сомов. Из одобренных заявок 14 предприятиям выделено около 74 миллионов сомов. На данный момент участвующие банки получили 191 заявку на сумму 2 миллиарда 700 миллионов сомов. Основную долю заявок занимают сельскохозяйственные проекты, обрабатывающая промышленность, строительство малых ГЭС, туризм и прочее. Вопреки сложившемуся мнению, мелкий и средний бизнес тоже может рассчитывать на кредиты от фонда. В частности, мы предоставляем кредиты в национальной валюте на срок до 5 лет, и процентная ставка составляет 12% годовых. И предприниматели не должны платить каких-либо дополнительных комиссий или сборов при выдаче кредита. Стоит отметить, что такие проценты самые низкие в финансовом секторе страны. При инфляции больше 10% фонд выдает долларовые кредиты под 7% годовых, кредиты в национальной валюте под 12%. Для сравнения, средние процентные ставки в банках начинаются от 15% в долларах и 30% в сомах. Все кредиты выдаются сроком до 5 лет. В течение этих 5 лет возможен 1 год льготного периода на погашение основной суммы. То есть в течение первого года проекта предприниматели не могут не погашать основную сумму, а могут погашать только проценты. Для того, чтобы не создавать конкуренцию банковскому кредитованию, фонд ввел для себя ряд ограничений. Это и низкие процентные ставки, и установка кредитовать только приоритетные отрасли экономики. Кроме того, обязательное софинансирование 20% от общей суммы кредита. Вдобавок, предприятия, которые хотят кредитоваться, должны соответствовать международным нормам финансовой отчетности, а попросту работать по-белому. По мнению экспертов, именно это и стало причиной того, что фонд так и не заработал в полную силу. И, соответственно, компании, которые бы работали в этой отрасли, работали по-белому и имели свободные, значительные капиталы и опыт работы, их просто по пальцам пересчитать. Фонд существует, но не показывает той эффективности, которая могла бы быть. В определенной степени сказывается и региональный кризис, который переживает как Кыргызстан, так и страны-союзницы, и неготовность отечественной бизнес-среды. Будем ждать, пока или наша бизнес-среда дорастет до этого уровня, или, что скорее всего, казахстанские и российские бизнесмены, предприятия будут заходить сюда, организовывать совместные предприятия, и тогда появится у них свой капитал. Только тогда фонд выступит, скажем, соинвестором в те проекты. В итоге мало проектов и мало предприятий, работающих в нужных отраслях, а большая часть фондовых денег так и лежит на счетах в Национальном банке.